Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Наука, образование, информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития горных территорий. Это главная тема 8-й международной конференции, которая пройдет в будущем году. Сегодня на базе СК ГМИ стартовал подготовительный этап. Во Владикавказе стартовал фестиваль «Салют Победы». Он приурочен к 70-летию Великой Отечественной войны. На сцене выступают лучшие творческие коллективы Северного Кавказа. Победители отправятся на концерт, который пройдет в Москве. Во Владикавказе проходит открытое первенство Северной Осетии по теннису. Турнир продлится до 26 октября. На протяжении этого времени участники будут доказывать свое право называться лучшим во владении ракеткой. Эти и другие темы далее подробно. Наука, образование, информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития горных территорий. Это главная тема 8-й международной конференции, которая пройдет в будущем году. Сегодня на базе СК ГМИ стартовал подготовительный этап. В течение 2 дней рабочая группа будет разрабатывать план мероприятий. В реализации проекта принимают участие профессоры, докторы исторических наук Северокавказского федерального округа, а также Адыгеи и Абхазии. Сегодня участники семинара говорили о проблемах устойчивого развития горных территорий с привлечением ученых Северной Осетии, а также из КФО, ЮФО и других регионов страны. Сегодня же обсудили демографические и медико-биологические проблемы горных регионов, также говорили о развитии туризма и рекреационной деятельности. Эти вопросы станут основой для проведения международной конференции. Собравшихся поприветствовал глава Северной Осетии Теймураз Мансуров. Он отметил важность и актуальность семинара. В соответствии с резолюцией 7-й конференции, с нашей точки зрения, на сегодняшний день наиболее актуальной проблемой освоения идеологии устойчивого развития является низкий уровень просвещенности и образования всех слоев населения по этим направлениям. Именно поэтому предлагается тема очередной 8-й международной конференции «Наука, образование, информационно-просветительская деятельность. Основы устойчивого развития горных территорий». Во Владикавказе подвели итоги всероссийского конкурса в области педагогики, работы с молодежью за нравственный подвиг учителя. В финал вошли 10 регионов. В нашей республике ежегодный всероссийский конкурс проводится впервые. Учителям в различных номинациях, среди которых лучший издательский проект, лучшее педагогическое исследование, вручили грамоты и ценные подарки. В номинации «Лучшая инновационная разработка года» отметили Альбину Баликоеву за работу «Интерактивный классный час. Искусство быть счастливым». По мнению экспертов, представленные работы свидетельствуют о возросшем уровне духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях. Мы рады, что Северная Осетия является таким регионом, в котором Русская Православная Церковь сыграла очень большую роль в становлении системы образования, и это сотрудничество продолжается и сегодня. Трудно переоценить ту духовную связь, которая есть между системой образования и Русской Православной Церковью, которая сыграла большую роль в становлении и развитии образования, в том числе и в нашей республике. Вот сегодняшний конкурс – это продолжение такого сотрудничества, и победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса за нравственный подвиг учителя. Фестиваля конкурса «Салют Победы» встретили целым конным представлением. В этом году для проведения конкурса среди регионов Кавказа выбрали именно наш город. Победители фестиваля выступят на большой сцене в Москве. В основном, конечно, стараются брать и рассказывать про войну. Как война и победа коснулась ту или иную территорию. Потому что у каждого не бывает одинаковых войн и не бывает одинаковых побед. Они по-разному везде откликались. Вот это самое важное, найти неповторимость этого решения. Яркие краски, необычные сюжетные номера и театрализованные представления в исполнении творческих коллективов северокавказских республик. Фестиваль «Салют Победы» – это возможность познакомиться с концертно-театральными программами своих коллег и обменяться опытом. Будем выступать, то есть будем петь. Мы усердно готовились к этому выступлению. Очень хотели приехать во Владикавказ. У нас песня патриотическая, называется «Журавли». Это тематика о войне. Мы будем представлять в виде этой песни.
Все коллективы подготовили особую театрализованную программу «Каждый хочет удивить жюри». Ребята из Ростовской области в своем танце взяли за основу отношение молодого поколения к войне и Великой Победе. Они надеются и в этом году увезти приз, ведь на прошлом юбилее ростовчане заняли 2 первых призовых места. Мы начинаем программу с победы и о том, как наше поколение относится к войне, к победе и к тому подвигу советского народа. На фестивале выступают только лучшие из лучших. Чтобы собрать этих ребят на одной сцене, организаторам фестиваля пришлось объехать несколько крупных городов России и отсмотреть сотни выступлений. Владикавказ был последним городом. Здесь же и решили провести фестиваль «Салют Победы». Он станет очередным этапом для подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наталья Алексеева, Георгий Кукоев, Осетия ТВ. Почитатели творчества Михаила Юрьевича Лермонтова собрались в Республиканской библиотеке. В рамках проекта «Вокруг одной книги» состоялась презентация сборника «Лиры. Могучие аккорды», посвященной творчеству великого поэта. Его составитель Марина Джусоева над книгой работала в авральном режиме. Всего за 4 месяца исследований сборник вышел в свет. А сегодня к юбилею стихотворца книгу представили общественности. Сборник в основном состоял из посвящений остинских поэтов Лермонтову. Стихи, посвященные Лермонтову, потом стихи на мотивы Лермонтова, даже переводные стихи, посвященные Лермонтову, но озвученные на остинский язык. Сборник содержит различные факты о пребывании Михаила Лермонтова в Северной Осетии, о его временном проживании в Моздоке и о тех людях, кому лично посчастливилось познакомиться с поэтом. Иллюстрации также тщательно отбирались. Помимо фотографий в сборнике представлены картины Лермонтова с изображением некоторых мест республики. Более того, многие специалисты проводят аналогию между творчеством русского стихотворца и Костахи Тагурова. В процессе исследования всплыли новые интересные факты. Иллюстратором первых книг Коста был родственник Михаила Юрьевича Владимир Владимирович Лермонтов. Вот это Мцили, иллюстрация Бориса Пастернака как Мцили. Мцили перевел Давид Мамсунов. Также на мероприятии состоялась презентация к указателю «Михаил Юрьевич Лермонтов» в переводах остинских писателей и поэтов. Составитель будущего сборника Лариса Хикилаева обещает, что книга выйдет в свет уже в конце этого года. Ангела Кубалова, Фатима Макиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Недетские страсти разгораются на корте Академии тенниса «Асгард». Во Владикавказе проходит открытое первенство Северной Осетии по теннису среди юношей и девушек до 16 лет. Участие в нем принимают около 100 человек из 40 городов России. Теннис в нашей республике набирает большие обороты. Не так давно на осетинских кортах впервые прошло первенство Северного Кавказа. До этого столь крупные мероприятия обходили Северную Осетию стороной. Большой вклад в развитие этого вида спорта внесла Академия тенниса «Асгард». У нас проходит турнир первенства Республики Северная Осетия-Алания, и благодаря администрации местного самоуправления во главе Дзантьева Сергея Шамильевича мы проводим этот турнир. К нам приехали где-то из 40 городов. Это Оренбург, Уфа, Краснодар, Краснодарский край, Ростов, Ростовская область. Очень-очень много людей, где-то около 100 только участников, это не считая, что родители с ними, болельщики с ними. И мы что могли сделать для их теплого приема, все организовали. И турнир открывал судья всесоюзной категории Звасков Дмитрий, который сейчас, может, вы встречались, находится здесь на кортах и смотрит за всем этим, за проведением турнира. Участники остались довольны организацией турнира. Подобные соревнования вызывают повышенный интерес у любителей тенниса не только в Осетии, но и в России. Во-первых, мы наслышаны были о том, что во Владикавказе хорошая организация турниров. Посылали сначала одну девочку весной, Ангелину Пасхалиди, она выиграла здесь турнир. Они вернулись, сказали, что молва правильно говорит, что здесь все на высоте. И поэтому сейчас мы приехали уже большой делегацией. У нас примерно 8 человек в разных возрастах, мальчиков и девочек, участвуем. Все нравится. Турнир продлится до 26 октября. На протяжении этого времени участники будут выявлять лучших во владении теннисной ракеткой. Мурат Гадиев, Елена Гаглоева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Thank you.